Обращение татарского журналиста, поклонника команды Акбарс, к игрокам команды Акбарс. Простите за прямоту. У татар говорят: турайткан тугандай арамаган. Тот, кто сказал на чистоту, не угодил и родственникам, говорят. Поэтому вы приходите и уходите, а мы здесь остаемся в республике с тем багажом успехов, которых вы достигнете. За какую команду вы бы не играли, мы всегда будем помнить то, как вы играли в Акбарсе. До настоящего момента, слава Богу, у нас нет оснований, в частности, у вашего покорного слуги, нет оснований обвинять вас во всех грехах там. Не к чему придраться по большому счету, потому что вы на высоте требований, которые мы вам предъявляем. Бывали провалы, но они вами быстро исправлялись. Мы не теряем в вас надежды, мы верим в вас. Особенно мы впечатлены игрой ключевой с нефтехимиком. Комплименты пока источать не будем. Как я уже говорил, поговорка татарская: перехваленная невеста на свадьбе испортила воздух. Поэтому будем ждать от вас новых, как бы банально не сказать, нового напряга сил, скажу, несколько необычно. Вот. Потом у татар есть замечательная поговорка: кшехален кшебельми. Человеку не дано испытать то, как самочувствие, если прямо сказать, состояние, здоровье, что он ощущает вот другой человек. Поэтому наши дорогие барсы, белые барсы, вот сейчас вам предстоит поездка на Дальний Восток. То, что адмирал вам легко сдался, ну, относительно легко сдался в той игре под занавес регулярного чемпионата, не говорит о том, что вас ждут легкие победы. Во-первых, как известно, кто в дерби играет, всегда они, знаете, для них это вопрос чести соседа победить. Поэтому, возможно, они ставку делали на то, чтобы победить соседа, команду Амур. Поэтому, кстати, вот, когда тот же Салават Юлаев едет в Татарстан или принимает у себя нашу команду, то старается не ударить в грязь лицом. И если во встречах с другими командами он позволяет проигрыш, то чаще всего при встрече с Акбарсом он выкладывается на 100%. Поэтому сейчас он... Есть такое понятие, растущие новые государства в мировой политике. Есть такое понятие, постоянно там, они, как сказать, сохраняющие мощь государства. И вот эти новые государства, у которых крепнут силы, они более опасны, ибо их недооценивают. То же самое, не совершайте ошибки, не преуменьшайте силу и мощь команды из Владивостока, которая, на наш взгляд, имеет огромный потенциал. В предпоследней игре с Салаватом Юлаевым вы наверняка заметили, как они трижды удалялись и из-за своих нарушений и трижды пропустили гол в свои ворота. Но благодаря, или как путем неимоверных усилий, они, как говорят, статус-кво, что ли, говорят, восстановили и одержали убедительную победу. Вот это слабое место
Если они не справятся, то это должно стать пищей для размышлений нашего дорогого Акбарса, чтобы наши игроки учли это и сами не совершали таких ошибок. Оставляя это право на ошибку, ну, право, не право, поле для ошибок сопернику. Вот. И я все к главной теме пытаюсь подступиться, но в силу, у нас, как говорят, гендерной, что ли, возрастной особенности. Люди с годами, когда им подчеркивают возраст 5-10, они, знаете, не в каждом обществе считается это нормальным. Если в Центральной Азии, на Дальнем Востоке считается аксакал, вызывает уважение. К нему особое отношение, то у нас, например, люди опытные, умудренные опытом своей жизни, не всегда они могут в работе с молодым персоналом дать понять этой молодой команде, что им проще все. Как говорил нас отец, вы, молодежь, покушали и побежали, а мы покушаем, нам становится тяжело. Это к чему говорю? К тому, что каждое новое десятилетие в жизни человека накладывает определенные сложности. Человеку трудно. И поэтому я хочу сказать, что когда вы едете на Дальний Восток, вы по молодости, ваш организм более приспособлен к переменам. А те работники вашей команды, которые едут с вами, им гораздо сложнее. Часовые пояса бьют по ним, по их самочувствию, по работоспособности, по настроению. Возможно, а то может быть в 3-кратном размере. Так что вот учитывайте, пожалуйста, постарайтесь в первую же поездку хотя бы добиться, у себя дома, да, у себя дома добиться по максимуму во встречах с адмиралом. И при первой поездке постарайтесь выжить максимум. Хотя бы одну игру выиграть. Потому что бесконечные вот эти поездки, перелеты, смена часов, климата и прочее, они потом, как накопившаяся усталость, могут потом сыграть злую шутку. Все-таки после поездки, перелета на Дальний Восток предстоят еще более сложные встречи и поединки. И поэтому огромная просьба к нашим игрокам Акбарса, молодому племени Акбарса. Постарайтесь выложиться по полной программе, чтобы как можно меньше пришлось персоналу, сопровождающим вас, тренерам, особенно главному тренеру, нашему дорогому, мастеровитому тренеру, талантливому человеку Зинатурлы Абы, чтобы было комфортно, наиболее комфортно во время игры, хорошо соображалось, чтобы на него не влияли вот эти перелеты частые. Значит, надо вам так постараться, чтобы этих перелетов туда-сюда, обратно, это никому не приятно, туда-сюда, обратно. Петр I когда-то благодарил своего учителя, Карла, кажется, которые воевали со Швецией. То же самое адмирал наверняка изучает ваши методы. Он благодарит вас как учителя, и не хотелось бы, чтобы он вас превзошел, чтобы вам потом не пришлось писать, как известному классику в автографе, от превзойденного учителя, превзошедшего его ученику.